Если бы меня спросили, какая самая древняя религия, культура и язык в мире, я бы ответил так. Это там, где в рамках культуры фигурируют символы и звуки, символизирующие мироздание Творца. Эти символы, звуки в полной своей мере отображены в традиционной религиозной культуре и языке осетинского народа. Например, когда мы в культе перед молитвой произносим фразу «О Хуцал», где звук «О» – это символ круг и звук – символ абсолюта, от которого возникло все мироздание. И точка в кругу – это символ Творца, точка, от которой единого Духа, от которого возникли все мы, как часть этого начала. И Хуцау, первая буква в слове Хе, это символ крест или солярный символ. То есть, что через звуки в молитвах мы произносим, что и одновременно это и отражается в культе три пирога. То есть нематериальное отображается в материальном. Или наши хоровые, где на фоне песен идет звук О. Или культовые наши танцы, как синт, где образуются все эти символы мироздания. Это круг, или когда в центр круга выходит солист, солистка, как из одной точки возникло все. И другие символы, которые в танцах создают танцующие, образуя, когда они поднимают руки кверху, раздвигая, они образуют символ крест в движении, или когда одна рука поднимается кверху, другая остается в стороне, то образуется символ солярный. Возьмите нашу осетинскую букву М, или Аз, как в Евангелии Бог о себе говорит, Аз есть, я есть, то есть на нашем языке. Мы это осетины произносим, когда говорим о себе «я аз». Отсюда и Уаздан, Асдан, Осетин, Ирон, Ари, Алан, Нарт, Ахдаугинлаг. Но у всех у них один синоним – богоподобный. И присмотритесь на букву «э», которая у меня за спиной, как она образует все эти символы, крест, то есть хуцау, да, хе буква, то есть хор, солнце. В материальном мире Бог – это видимый Бог, Его свет, Творец. И мы часть этого целого творения, как частицы Бога. Это и есть понятие ас. Этот символ солярный – это буква «э». Из нее мы можем практически весь алфавит и цифры. Из этого можно сделать вывод, что древнейший язык – это язык Бога-Творца. И мы, осетины, носители этого языка, язык Бога. Ну и родственные нам в корне по языку индоевропейские, арийские народы, арии, в том числе и славянские.